Eurasian Dialogue. Институт Евразийский диалог, затем делегация США. Good afternoon. Добрый день, большое вам спасибо за возможность выступить. Дамы и господа, я из Таджикистана, меня зовут Хмер Барахтян, я журналистка. Здесь я хотела бы напомнить о том, в какой небезопасной ситуации находятся журналисты в Таджикистане. В 2015 году была кампания давления и преследований в отношении журналистов. Порядка 50 коллег бежали в другие страны. И мы по сей день получаем от наших родственников ужасающие сигналы. В прошлом государство преследовало нас. Я в 2016 году, после нескольких лет преследований, уехал из Таджикистана. Но теперь правительство мою деятельность в Европе старается контролировать, оказывая давление на моих родственников. Моего отца вызвали, точнее периодически вызывают в спецслужбы и в полицию. В Душанбе последний раз это имело место в июне текущего года. И его заставляют мне звонить оттуда. И затем он передает трубку этим полицейским. И мне говорят, вы должны вернуться, против вас уголовное дело заведено. А дело это объясняется вашей деятельностью в Европе, где вы выступаете против Таджикистана. Поэтому, к сожалению, это не только мой случай моей семьи, моих коллег. Есть и другие коллеги, которые проживают в Европе. Например, один из коллег, к сожалению, не могу его назвать, проживает в Варшаве. Еще один коллега проживает в Нидерландах или во Франции. Члены их семей находятся под нажимом. Вообще-то я не знаю, что делать, потому что в прошлый раз, в июне, когда мой отец был приглашен, и ему дали понять, что если я не вернусь, то его арестуют. И тогда я начала открыто об этом говорить. И мне повезло, я получила шанс. Я благодарна ОБСЕ, особенно офису и лично господину Гарему Дезиру. Они быстро нам помогли. Все это было в период, пока моего отца не пригласили в разведслужбу и в полицейский участок. Но я все же страшусь за безопасность своих родственников, потому что я не хочу так жить, когда я пытаюсь просто выполнять свою работу, а мои родственники должны это расплачиваться. Я все еще, как в прошлом году, призываю международное сообщество: помоги нам, обратитесь в Таджикистан, чтобы они прекратили применять такие ужасные методы против членов нашей семьи для того, чтобы нас контролировать. Журналистика не имеет ничего общего с экстремизмом, экстремистскими идеями и всем таким, что так популярно используют в Таджикистане, когда какой-либо журналист имеет собственное мнение. И вас сразу называют экстремистом, того, кто против правительства. Это не так. Мы стараемся выполнять свою работу. Я лично 10 лет работала на полную ставку и пыталась проинформировать международное сообщество о том, что у нас в стране происходит. Мне кажется, что это нормально. Так что спасибо за такие встречи, совещания, только на которых мы можем рассказать о своих проблемах и своих мыслях, и я надеюсь, что вы нам сможете помочь. Спасибо.